Соколы были спутниками и символом удачи королей во время охоты. Они отличаются красотой, быстрым парящим полетом и своеобразным норовом. Все эти положительные качества сокола вызывают всеобщую любовь охотников и любителей природы. По сравнению с другими, сокол более символичная птица. Их нравы, неподдельная гордость и, наконец, чистота прежде всего понравились царям. Появление сокола на небосводе считалось хорошим признаком. В природе встречается много видов соколов. Среди них самым лучшим признается сокол беловатого, розового цвета, затем темного и ярко-желтого цветов. Например, сокол светлого цвета хорош при охоте, так как он агрессивен и отличается крутым нравом. Однако они более подвержены к различным заболеваниям. Желтый сокол занимает второе место по агрессивности, но он обладает большим здоровьем, чем белый, а сокол Если речь идет об охоте с помощью сокола, то нельзя обойтись без помощи туркменской гончей. Туркменская гончая входит в группу пород подружейных охотничьих собак, которые в мире насчитывается всего около 20. Вообще охотничьи собаки разделяются на две группы. Первые из них находят свою жертву при помощи нюха, вторые – зрительно. Однако туркменским гончим свойственны и первое, и второе чувство. Гонча уже с 6-месячного возраста выводится на охоту. Ее никогда не кормят сырым мясом. Это делается для того, чтобы она при охоте не съела свою добычу. К тому же, если собака съест хотя бы один кусочек дичи, то это мясо по народной традиции считается харам, то есть негодным к употреблению. Но это правило не распространяется на сокола, который, как хищная птица, может растерзать свою добычу и иногда съесть ее целиком. Гончий черного и серого цветов, как правило, обладает высокой скоростью. Благодаря этому качеству они легко добывают свою добычу. Слаженные синхронные действия гончей и сокола во время охоты, ставшие результатом высокого мастерства туркменских охотников, поражает многих видавших виды охотников. Одним словом, такое мастерство можно с полным на то основанием назвать искусством. В этом случае охота идет таким образом: охотник идет по пескам, в руках у него сокол, рядом с ним преданно бежит гончая. Вдруг, не доходя до вершины бархана, гончая, увидав зайца, опережает охотника. Она начинает стремительно нестись за ним. Тогда охотник отпускает сокола, что у него в руках. Заяц бегает очень быстро и чувствует себя в песках, словно рыба в воде, но, увидев хищную птицу над собой, замирает от страха. Тем самым сокол сверху указывает своему напарнику по охоте местонахождение жертвы. А если заяц найдет себе укрытие среди зарослей растений, то ее оттуда выдворит гончая. В конечном счете ее достанет сокол. Но опять-таки понадобится помощь гончей, так как заяц, имея мощные задние лапы, находясь в состоянии агонии, этими же лапами может повредить крылья сокола. В этот момент гончая хватает зайца за шиворот, тем самым препятствуя дальнейшему движению лап зайца. Если охотник теряет свою добычу, то на помощь опять приходит гончая. Она встречает своего хозяина и сопровождает его до места нахождения добычи. Гончая в основном используется при охоте на зайца, лису, газель и степную рысь. Но при охоте на степную рысь гончая не вступает с ней в схватку, а лишь гоняясь за ней,
заставляет ее полностью выбиться из сил. Туркменская гончая не переносит холода, поэтому зимой на нее надевают попону из кошмы. У туркмен есть такое убеждение, что гончая с волосяными кисточками в ушах бывают резвыми и ловкими, поэтому охоту с такой гончей всегда сопутствует удача. А гончую, у которых хвост с длинными волосами, не ждет перспектива на поприще охоты. Резвая туркменская гончая ко многому способна. У нее проявляются самые прекрасные охотничьи качества. Она мастерски умеет отследить и погнаться за добычей. Туркменская гончая не знает усталости, она способна долгое время прожить без воды и без еды. Она сверхъестественно выносливая и высокоскоростная. Следить за действием гончей – одно удовольствие. Она по ходу высокоскоростного бега делает такие маневры, которые уму непостижимы. Гончая – это очень верное, доброжелательное к своему хозяину животное.